Обращающая сторона есть вопрос? Скажите, пожалуйста, сколько ответов поступило от вынесенных частное определение именно только в отношении адвокатов? Сейчас. Да. Я взяла, скажем, отчетность за 24-25 год, и именно по уголовным делам всего вынесено 238 частных определений, по ним поступило 166 ответов. Но, к сожалению, оказывается такая статистика, что это адвокатура или какой-то госорган, оказывается, в разрезе не идет, поэтому, к сожалению, я не могу вам сейчас вот так вот ответить. То есть получается... Общее количество могу. То есть получается, это вынесенные частное определение Верховным судом тоже есть? Нет, это первая инстанция. А в Верховном суде я вам сейчас отдельно скажу. Так. Вот, допустим, первая инстанция, да, по первой инстанции по уголовным делам 238 вынесено, ответов поступило 166. Так. Вторая инстанция вынесена 37 частных определений, из них поступило 17 ответов. И по уголовным делам в Верховном суде вынесено 10 частных определений, и, к сожалению, оказывается, ответов не поступило. И в связи с этим мы тоже предлагаем предусмотреть ответственность за неприменение мер. Скажите, пожалуйста, бывают ли случаи на практике, что суды, выносят частное определение, и они не направляют? То есть, получается, к примеру, если вынесли частное определение по ходатайству адвоката или прокурора, выносят частное определение в отношении адвоката, прокурора или следователя, однако они не направляют. Бывают ли такие статистики? Вы знаете, может и бывают. Я сейчас не могу 100% уверенно сказать, допустим, за каждого судью. Но сейчас у нас именно по частным определениям очень тесно ведется работа. Сейчас вроде как бы это контролируется, и поэтому мы именно с 2024 года вот эти графы несли по частным определениям, сколько ответов. И вот суды первой инстанции сейчас работают над этим. И вторая инстанция, и наши. Хорошо, скажи. Что я хочу сказать, были случаи, когда у нас по ВКС проводился с первой инстанции, с апелляцией именно по частным определениям. Иногда дают такие ответы, что вот указанные в частном определении, допустим, факты не подтвердились, мы там, то есть некоторые даже вот пересмотрели наше частное определение, что оно не обоснованное. Вот разные вот такие вот, поэтому и председателям было дано поручение судам и всем, чтобы усилить в этом отношении работу, чтобы вот именно и мы выносили грамотные частные определения, и, соответственно, и ответы грамотные тоже требовали. Так бы я ответила. Скажите, пожалуйста, как относится Верховный суд, чтобы частные определения могли разрешаться в апелляционной инстанции? То есть, получается, у суда апелляционной инстанции была возможность... Нет, право обжалования имеется, однако нет полномочий у апелляционной инстанции, то есть не предусмотрено в статьях 416, 417 Уголовно-процессуального кодекса у апелляционной инстанции нет полномочий разрешать частное определение. Поскольку вы сказали в своем выступлении, что частное определение – это судебный акт. Соответственно, судебные акты должны быть обжалованы, либо пересмотрены, либо изменены, либо отменены. Ну, мы позицию выразили, что не противоречит. То есть, скажем, действительно, может быть, если некоторые вопросы есть, его можно было бы решить именно при помощи внесения изменений. Но мы категорически как бы не настаиваем, так бы я сказала бы, что
допустим, она не подлежит обжалованию, вот такого вот, я бы не выразила бы такую, мы не выразили бы такую позицию. Ну, конечно, будем ждать исхода. Нет, скажем. я, уважаемый суд, я конкретизирую. Я ссылаюсь на Конституцию, то есть на статью 100 Конституции Кыргызской Республики. Там предусмотрено, что судебные акты должны быть пересмотрены, изменены, либо отменены, либо оставлены в силе. Ну, И вы судебный считаете, акт, что в 417 частное определение. статье, Нет, нету можно я права договорю? у них, если, допустим, вы обжаловали его. Но здесь, вы знаете, вот... Можно я договорю? Я считаю, что статья 417 Так. противоречит к статье 100 Конституции, поскольку у суда апелляционной инстанции нет полномочий, чтобы они приняли решение об изменении или об отмене или об оставлении в силу частного определения. А в Конституции предусмотрено изменение, отмена либо судебного акта. Как вы относитесь, какова позиция Верховного суда по этому вопросу? Хотите сказать, можно уточнить, да? Можно, да, уточнить. Вы хотите сказать, что Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено обжалование, но не дали право потом выносить, да? Да. А предусмотрено это вы на 401-ю, да? Это ссылаетесь? Да, уважаемый представитель Верховного суда, вот я ссылаюсь на 401 статью. Так, можете конкретизировать? Да, конечно, сейчас. Будьте добры. Вот часть 2, 401 статья. Постановление о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства, о мерах по обеспечению. Вторая часть. Здесь вот именно о мерах по обеспечению порядка в зале судебного заседания и другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке одновременно с обжалованием итогов судебного решения по делу. То есть, получается, я ссылался на этот пункт. И да, однако 417 ну, я считаю, да, то, что там имеется только исчерпывающий перечень полномочий апелляционной инстанции. Какова позиция Верховного суда, чтобы была возможность у апелляционной инстанции, чтобы они могли принять решение по частному определению, так как вы выразили, что частное определение – это судебный акт. Да, это судебный акт, это только судом может быть отменено. Если в правоприменении именно только этот вопрос как бы является препятствием, то можно и уточнить, если... Нет, я хотел узнать вашу позицию. Считает ли Верховный суд противоречащим статье 100 Конституции Кыргызской Республики статью 417, поскольку там не предусмотрено полномочия апелляционной инстанции? Именно да или нет? Именно этот вопрос мы не обсуждали, поэтому я затрудняюсь ответить. Хорошо. У меня вопросов нет, уважаемый суд. Спасибо. Да, Самат Асхарович. Так вот, скажите, пожалуйста, вы отметили относительно статистики, да? Вы просто как бы изучили количественные показатели или основания тоже вынесения частных определений? Здесь я поднимала статистику, а вот анализ уже статистики – это немножко другое. Вот такой анализ, к сожалению, я не нашла. То есть основания вынесения, по каким основаниям вы это не изучали, правильно? Нет, да, она изучается, но у меня сейчас нету его. Хорошо, вот смотрите, вы отметили то, что Верховный суд инициировал изменения в закон об адвокатуре Кыргызской Республики. Вот скажите, пожалуйста, насколько именно относительно... Не инициировали, а предложили, внесли, да? Предложили. Предложение внесли. Вот именно об изменении в данную норму внести? Вот именно закон об адвокатуре, ну там другие нормы тоже есть, но именно в части, вот то, что нас сейчас касается, 8.1, вы же говорите, что судья имеет право только вот обращения, а не частное определение, да? Но кодекс выше стоит. И потом я бы хотела обратить внимание, что в статье 307, да, там написано не в праве
судья вправе, да, вынести, там же написано, судья выносит, то есть частное определение, как бы обязывающая такая норма, да. Да. Вот скажите, Поэтому пожалуйста. и Ага. мы хотели закон об адвокатуре, когда вот именно, раз уж судья выносит частное определение, какая-то реакция же должна быть со стороны соответствующих органов, да? И поэтому, чтобы туда комиссию по этике направляли, и она как орган, который именно этими вопросами исключительно, что эта комиссия должна заниматься, чтобы они уже рассматривали. Ну, как бы наши предложения, они не окончательные. Вы тоже можете вносить туда свои предложения. Вот отмечался вопрос относительно вынесения частного определения в случае там неявки адвоката, к примеру, да, там 2 и более раз. Вот если смотреть статью 297 УПК Кыргызской Республики, то там предусматривается замена адвоката, то есть не вынесение частного определения самого. То есть в случае неявки адвоката более 3 раз судья, получается, предлагает обвиняемому замену адвоката, либо приглашает адвоката из реестра. Правильно? В данном случае не усматривается. Вот именно по неявке адвоката выносились частные определения? Сейчас я вам конкретно не могу сказать, но я не исключаю такой случай, потому что когда у нас тоже проводятся встречи с представителями адвокатуры, и со стороны судей тоже высказываются такие, скажем, претензии, да, в сторону адвокатуры, чтобы обеспечивали именно явку адвоката обязательного, чтобы и ГГЮК там в своей части свою работу тоже не срывали. И я не исключаю, что такие моменты были, но другой вопрос, не злоупотребил ли судья при вынесении такого частного определения. Это другой вопрос. Но это, наверное, там, если неоднократно это, или это какими-то еще другими там факторами она была, скажем, ну, подтверждена, да, какие-то вот факты, может быть, были. Но в любом случае же любой судебный акт, он должен быть обоснованным. Ну, то, что законным, это само собой, она же в любом случае мотивированным должно быть. И просто из-за того, что один раз не пришел, вряд ли судья будет выносить частное определение. Хорошо, вот смотрите, относительно говорят то, что вот адвокат не явился на судебное заседание. Иногда бывает то, что судьи согласовывают график, но иногда бывают судьи принципиально ставят, когда им говоришь, что именно судебное заседание в суде параллельном, они принципиально ставят и говорят, в Уголовно-процессуальном кодексе нету нормы, которая именно давала бы право вам согласовывать судебное заседание. В этом случае, получается, адвокат на 2 процесса должен разделиться. Может быть, эти вопросы можно в рабочем порядке обсудить, какую-то встречу организовать, именно чтобы и вас тоже пригласили туда, да, и чтобы вы высказались, может быть, и во главе нашим заместителем по уголовной, председателя по уголовной коллегии, либо самим председателем. Ну, почему бы эти вопросы не решить? Давайте мы здесь порядке. Не будем вот об этом говорить, об этих деталях. Все это зависит от самого человека, на какой бы должности он ни сидел, с какой стороны бы он ни сидел, так скажем, да. И я не думаю, что именно проблема в том, что пытаемся все время загнать в какие-то нормы поведения, потом это оборачивается еще хуже, да. Это, наверное, такие просто, ну, те стороны, которые должны, ну, просто решаться, я думаю, на каких-то общечеловеческих каких-то, на уровне общечеловеческих каких-то отношений, а не таким образом, чтобы это ставить, специально предоставлять какие-то права по этому поводу. По-моему, это так, да? Давайте по существу. Слишком уходим в детали. Я еще раз предупреждаю, обращаюсь в сторону, слишком уходим в детали. Вы осложняете намного, в общем-то, довольно простые вопросы, намного осложняете. Я не знаю, какую вы цель при этом преследуете. Дальше есть еще вопросы? Нет вопросов. Самат Кыштыбекович, есть вопрос? Вопросов нет. Есть, уважаемые судьи, вопрос? Да, Миргуль Рыскулбекова. Маргарита Насыркановна, скажите, пожалуйста, вот Верховный суд или вторая инстанция, второй инстанции, или вообще в судебной системе
части мониторинга вот этих частных определений, то есть в рамках мониторинга частных определений, есть какие-то внутрисудебные процедуры или внутрисудебные проверки частных определений на предмет той же обоснованности, там, законности, или там не суд первой инстанции там не вышел за пределы полномочий? Есть внутрисудебный порядок или его вообще сейчас нет? Спасибо за Ну, в вопрос. смысле, в таком административном порядке хотя бы, да? Да. В этом плане у нас есть понятие зональные судьи и зональные проверки. То есть судьи Верховного суда направляются непосредственно на местные суды, и они в каждом суде как бы это осуществляют проверку. Это не кассационная инстанция, естественно, но они, мы же все по статистике знаем, не все дела доходят до Верховного суда, да, и даже не все доходят до апелляции. Есть много дел, которые оседают в архиве, и поэтому, естественно, у нас периодически судьи выезжают в командировки именно на местах, именно архив весь поднимается, и, соответственно, и по частным определениям, и по другим фактам, и вообще ведение там и делопроизводства, по срокам, то есть нет ли там волокиты, своевременно ли направляются дела, то есть, как бы скажем, такая комплексная проверка периодически на постоянной основе проводится. Потом они по этим результатам справки готовят по каждому суду, и они предоставляются руководству, Вот если выявляется обсуждаются. такое частное определение, хорошо, выявилось такое частное определение, где, ну, как бы как бы надзорный или контрольный этот орган, который проверил, ну, Ага. зональные, как вы говорите, зональная проверка. Зональные, да. И их судьи проверяют же, правильно же? Да, наши судьи. Вот. Вот если они выявили какую-то необоснованность или незаконность такого частного определения, какие меры предпринимаются? Только справками ограничиваются? Ну вот они озвучиваются, вот у нас итоговое, проводится же итоговое совещание по итогам года. Там освещается именно фамилии, указываются, и эти все факты потом могут быть, ну, отразиться, если этот судья идет на отбор. И вот сейчас у нас ввели это новое, это оценка профессиональной деятельности судьи, там тоже все эти пункты будут отражаться. Хорошо, То есть я вот еще со раз- стороны Верховного суда, стороны Понятно. судебной системы, да, мы пытаемся. Понятно. Вот если частное определение выявили, в справке определили, отметили судью, что неправильно частное определение вынесено и так далее. То есть частное определение, которое вынесено незаконно, необоснованно, да, он превысил полномочия, так же остается, да? Или сам судья Но имеет право... Да. Если быть буквальным в ответе, ну, если даже действительно это и частные определения, и, например, другие решения, да, допустим, выявили, но поскольку она не обжалована, действительно мы не можем, у нас нет инициативного надзора. Но это, конечно, норма, это было, ну, в советское время, и оно ну, не приветствуется, конечно, его применять, поэтому оно, как бы, если стороны остались, не обжаловали, инициативу не проявили, она остается. Но другой вопрос, конечно, когда действительно, может быть, права нарушены, а человек пытается инициировать обжалование, а этому, может быть, законодательно имеются препятствия. Это другой вопрос, конечно. Еще вопрос. У меня к вам вопрос. Ну вот, ставится вопрос об ответственности, в частности, адвоката перед комиссией адвокатуры по этике. Ну и судья описывает ситуацию, при которой он, в общем-то, по результатам которой он был вынужден вынести частное определение. Да? Каким образом вот эта комиссия может вообще, скажем, подтвердить или опровергнуть этот факт? Есть ли у него вообще какие-то формы доступа, скажем так, я не знаю, там, к видеосъемкам? Речь же идет о порядке проведения заседания, правильно, да?
Для того, чтобы они пришли к какому-то выводу, наверное, нужны какие-то более объективные данные, нежели чем просто пояснение самого адвоката. Мгм. Или, скажем, вот как в данном случае. Мы ведь допускаем все люди, да, и не всегда они могут быть объективны, как в своих обвинениях, так и в своих ответах на эти обвинения. Как это может происходить? Как определить обоснованность, скажем, действий судьи, если он, например, да, вот он вынес, да, частное определение. Вполне возможно, что обоснованно вынес это определение. Спасибо за вопрос. К сожалению, я не знаю, как проводится эта комиссия свою работу, но Ну, с своей стороны хочу сказать, у нас сейчас законодательно мы хотим ввести во всех судопроизводствах систему АВФ, чтобы видеосъемка была и речь записывалась, да, и то есть здесь, если комиссия будет официально Запрос. требовать запрос, Ну, да, да. то есть на основании, почему бы не Это предоставлять? вполне решение вопроса. Да, да. мне кажется, Всё можно ясно. таким образом решить. Так, теперь второй вопрос, да? Но это, наверное, больше не вопрос, а пожелание. Вы правильно сейчас заметили, да? Вот из-за отношения вот это, что это, наверное, не столь важный вопрос, и вот у вас даже статистика, да, не определяет в отношении скольких прокуроров это, да? Речь же идет об эффективности правосудия, да? У вас данных нету даже, скажем, в отношении прокуроров, сколько было вынесено, в отношении адвокатов, которые являются неотъемлемой частью отправления правосудия, что неизвестно. Еще и более того, неизвестно вообще, каковы результаты. Как исполнительное, скажем, исполнение вот тех же требований, частное определение, это ведь тоже форма требования, наверное. Ну и, наверное, нужны какие-то результаты этого. И сами статистика показывает, что практически это не является тем инструментом, на что он это, да? Вот. Даже мы не можем сейчас определить, насколько он исполняется. Ну, только цифры могу представить. Ну вот вы при этом даже вы ведь не говорите о том, со сколькими это определениями органы, которые рассматривали, были согласны. А вы сами сказали, что там есть, которые сказали, факты не подтвердились. То есть фактически проигнорировали те факты, которые излагает судья в своем определении. Правильно? Разрешите пояснить, да? Ну, Именно когда у нас итоговые совещания по итогам года, все эти вопросы, конечно, поднимаем. Каждый этот ответ, она все отражается в выступлениях, да, заместителей, председателя. Ну, я бы не сказала бы, что мы совсем на это внимание не обращаем и только вот эту статистику ввели, успокоились. нет, здесь И речь потом- идет о выработанных механизмах. И сейчас... В механизмах, именно в механизмах, да, в инструментах, правовых инструментах, которые будут не просто связаны с какими-то отчетными этими, да. Речь об этом идет, да, чтобы это было системно проработано. Да. И системно на эти вещи имелись, как говорится, конкретное видение, да, конкретные результаты и конкретное видение на Да, вот, эти вопросы. Вот речь о чем. К сожалению, я вынуждена согласиться, но разрешите пояснить, да, пару слов. Я этот вопрос обсуждала и с отделом по обобщению судебной практики, и по анализу судебной статистики. Вот они говорят, что вот когда хотели именно разделить на то, что обжалование, да, сколько отмен было, там, оказывается, возникли проблемы, иногда они обжалуются совместно с итоговым актом, и были, оказывается, мысли, что если итоговый акт решения, допустим, отменили, то все судебные акты, которые частное определение, оно тоже отменяется, то есть часть такое мнение было, оказывается. И сразу ли можно сказать, что это частное определение отменено таким образом или нет? То есть вот такие вот, оказывается, вопросы были, и в связи с этим, оказывается, вот ограничились пока вот такими данными. Но сейчас мы проводим работу на следующий год, статотчетность, вот эти графы, мы и по субъектам, в отношении кого, да, и если это обжаловано, со стороны кого обжаловано, то есть мы хотим вот это все внести, то есть работа ведется. Да, особенно с учетом тех аргументов, которые будут
или позиций, правовых позиций, которые будут изложены в решении Конституционного суда, в будущем я имею в виду. Да? Мгм. Хорошо, присаживайтесь.